Ингушский фольклор. Его ценность сегодня очень хорошо понимают историки, культурологи, все, кто исследует прошлое родного края, интересуется обычаями и традициями нашего народа. Особенно помогают фольклорные материалы в изучении древнего периода, где очень мало или практически отсутствуют письменные источники. В фольклоре отразилось все, что происходило с народом, его быт, культура, духовность. Ценность фольклора заключается в том, что здесь фиксируются важные исторические события жизни и культуры народа, его быта. В фольклоре ингушей содержатся различные пласты эпох человеческой истории, начиная от мезолита и кончая поздним Средневековьем. С самого начала человеческая жизнь сопровождалась рассказом всего, что происходило. То есть, какие войны были, как жили, как было трудно там и так далее. В описании быта, войн и так далее. С самого начала и до самого конца откладывался опыт мудрости в пословицах, поговорках. И это помогало народу передавать опыт прошлых лет наступающим лет. И они применяли этот опыт для того, чтобы легче было облегчить свою жизнь. Конечно, то, что мы имеем сегодня, лишь часть нашего фольклора. В силу различных обстоятельств многое утеряно. Очень мало осталось тех, кто еще что-то помнит. С созданием и распространением письменности новое поколение практически отошло от необходимости устной передачи духовных ценностей, каких бы то ни было других сведений. Ингушский фольклор, он очень богатый. И я помню многих людей пожилого возраста, которые рассказывали очень много историй, связанных с нашим прошлым. Но, к сожалению, все это не было записано. И я сам тоже не записывал в то время это. Жаль очень. Многие люди ушли, и все это осталось, ушло. Наша задача в архивах. Есть еще люди, которые что-то помнят. Надо зафиксировать все эти сказания, все эти сведения, которые были в прошлом у нас. Их надо записать, чтобы они не пропали. И желательно записывать не только на бумаге, но и на носителях. Ингушский фольклор очень богат по содержанию, представлен различными жанрами. Героико-эпические песни, сказки, сказания, предания, легенды, пословицы и поговорки, считалочки. Огромный пласт представляет мифология. Во многих ингушских сказаниях и легендах отражены очень важные исторические процессы. Осветить все многообразие нашего фольклора в рамках одного выпуска не представляется возможным, поэтому мы приведем некоторые примеры. Легенда «Семь сыновей в юге», где говорится о том, что человек еще не был знаком с устройством жилья, питался подножным корнем, кореньями и травами, то есть уже не было у него животных, и человек, в общем-то, бедствовал. Некий герой Курка вызвался, победил божество и добыл эти блага для человека. Тростник для строения жилья, овцу для пропитания. И с тех пор, как говорится предание, человек начал благоденствовать. О тех событиях, которые происходили в далекую эпоху давностью 10-12 тысяч лет, когда человек еще не знал, не окультурил растения, не одомашнил животных и жил чисто собирательством и охотой. Отражается в ингушском фольклоре и этап освоения зерновых культур, причем поражает точность и последовательность описываемых событий. Хитроумная сила сатаны. Говорится о том, что человек не знал
злаков, ни ячменя, ни пшеницы, ни проса. И как хитроумная сила с помощью сотоварища в подземном мире добыла это средство. Эти злаки, ячмень, проса, пшеницу. И что примечательно, исторически установлено, что первым злаком истории человечества был ячмень, и второстепенное значение занимало виды пшеницы, и третьим уже по потреблению шло проса. И в нашем ингушском предании доместикация этих злаков ячменя, пшеницы и проса перечисляется той же последовательности, что и тех исторические события. По приведенным примерам хорошо понятно, насколько важные исторические факты может содержать фольклор. Наверное, будет не совсем правильным рассматривать фольклорные материалы как исчерпывающий источник. Эти сведения носят скорее дополняющий характер и служат своего рода нитью, подсказкой для исследователя, в каком направлении нужно вести поиск. Это отражение реальных исторических событий, которые происходили в эпоху мезолита, то есть это 10-12 тысяч лет назад. Эпоха мезолита, переход от собирательства к производящему типу хозяйства длился несколько тысяч лет и продолжался 3-4 тысячи лет. И эпоха неолита уже знаменуется 7-8 тысячелетием до нашей эры. И мы имеем через фольклор, через это предание, мы имеем информацию о тех событиях, которые происходили именно в это время. В историческом смысле это зарождение современной кулинарии. Уже только потом, после кашного периода, человек переходит к хлебопечению. Первым выпекался пресный хлеб на простых каменных плитах. До сих пор кавказские многие южные народы применяют этот способ испечения хлебных изделий, то есть изготовление пресного хлеба. Еще один очень интересный материал в ингушском фольклоре об изобретении водяной мельницы. Сельская соуса и сила, говорится о том, как сила добыл водяную мельницу из подземного мира. Эти данные подтверждаются уже исследованиями современных ученых, трудами Церетели, который пишет о том, что на территории Иванского царства, то есть Урарту, это Армянское Нагорье, Кавказ, найден на горе Авараг, найден самый древний жернов мельницы. И этот ученый вместе с Борисом Петровским склонны относить, что место изобретения водяной мельницы – это, в общем, Кавказ, Иванское царство, а датировать изобретение Урартской эпохой, то есть 9-6 века до нашей эры. Немало в ингушском фольклоре и всякого рода считалочек, загадок и прочего материала для развития детей. Наши предки, чтобы изучить, чтобы помочь детям изучить родной язык, для них специально придумали сказку «Сагальди Мазыльки». Постепенно, значит, несложно, удлиняясь, эта сказка, да и вводит нашего рассказчика, значит, по всем этим объектам. Все время возникает между ними разговор, и вот это дает очень увлекательное упражнение для детей, чтобы учить свой родной язык. Фольклорный материал более позднего периода легче сопоставить с историческими фактами, потому что больше материальных объектов и географических названий, подтверждающих эти сведения.
К примеру, описываемые в различных сказаниях и преданиях защитные крепости, о которых, в частности, рассказывает в своей книге «По следам тысячелетий и легенд» Муса Аушев. Развалины этих сооружений сохранились до наших дней. Наши легенды говорят о том, что когда-то наши предки строили крепости на естественных возвышениях, рыли огромные рвы там, делали крепости и этим самым защищали край. Между прочим, во время нашествия монголов наш край был изрыт этими рвами вдоль и поперек. Они сохранились по сегодняшний день, только заросли лесами, и никто на них внимания не обращает. Здесь, если присмотреться, то очень интересные очертания всех этих рвов и холмов там и так далее. Интересно, когда я изучил, это была приманка для врагов. Если, отступая, защитники заходили в эту ловушку, то вдруг оказывались защитники все наверху, а эти все внизу. И им отход закрывали, и таким образом их захватывали в плен. Очень ценны приведенные в ингушском фольклоре сведения о жилищно-бытовом устройстве, о тех или иных обрядах. Все это позволяет ясно представить, как жили наши предки, каким было их мировоззрение. Опять же, возьмем материальную культуру Ингушетии. Везде, во всех сказках, преданиях, сказаниях, во всем фольклоре, как жилье, упоминается только башня. Башня является первым жильем человека, тех народов, которые одомашнил животных и оккультурил растения. И в археологическом отношении самая, скажем, древняя башня, она раскопана нашими советскими учеными Мерпертом и Мунчаевым в Северной Месопотамии и датируется 8 тысячелетием до нашей эры, то есть 10 тысяч лет от нас. Многие бытующие и сегодня обычаи и традиции ингушского народа берут начало в глубокой древности. До сих пор на могиле героически погибшего воина в Ингушетии ставят высокий шест Аланбек. Если бы это прямо не касалось истории этого народа, быта этого народа, то этот Аланбек никто бы не ставил. Он был высотой 22 метра, в середине перехват на стропы, и когда, значит, брали крепость, то через эти Аланбек забрасывали, через ограду забрасывали воинов. Отдельный интерес представляет ингушская мифология. Эта область заслуживает особого внимания, потому что многие сюжеты из ингушских мифов перекликаются с мифами разных народов мира. Вот Тышол-Котом, во-первых, она прилетает, когда пробуждается жизнь весною. Прилет ее зарождает как бы в новую жизнь. Ну и, конечно, Тышол-Котом, это мы же не поклонялись этой курице. А Тышол, она принадлежит к этой богине. Это курица той богини. Она свою курицу посылает как вестник нарождающейся жизни, новой весны там и так далее и тому подобное. В народе с древних времен сохранилось бережное отношение к плодово-ягодным деревьям и кустарникам, вообще к природе в целом. Плодово-ягодные деревья леса нашего, вплоть до переселения
Ни один ингуш не рубил плодово-ягодное дерево в лесу. Они росли. Когда мы вернулись, огромные кроны этих запретных деревьев заполняли наши леса. Почитание огня у ингушей заслуживает отдельного внимания. Огонь не просто пламя, горение. Это и дом, очаг, это и чистота, что хорошо отображается в ингушском языке. И новый хозяин, и тот, который начинал жить, только женился, там завел свой очаг, он должен был сам зажигать свой огонь и хранить этот очаг до самой своей смерти. Понимая значение ингушского фольклора, исследователи сегодня стараются находить и изучать эти материалы. Многое выявлено благодаря стараниям Берснако-Газикова. Ингушским фольклором занимались многие люди. И первым этнографом, первым, кто записал достаточно большое количество, это наш известный Чах Ахриев. Он записал очень много. И благодаря ему мы сегодня знаем достаточно много из устного народного творчества нашего народа. Но помимо Чаха Ахриева были и другие люди, например, Башир Далгат. Были и специалисты, путешественники из Европы, из Германии. Они записали, может быть, не так много, как нам хотелось бы, но все-таки что-то отмечали. Поэтому мы искали, находили. И одно из находок, например, которое можно показать, это опубликованное в немецком издании в 1887 году. Это, записи Долбежева, записано в 1883 году на немецком языке. Мы их перевели, и они сегодня опубликованы. И там очень много интересного о нашем прошлом. В фольклоре Азербайджана есть ряд, она издана в 1930 году, ряд записей Магомеда Жибагиева, Османа Мурзабекова, других наших деятелей. Но дело в том, что эти публикации редактором был Багрий, а подготовил Субхан Вердиханов. И мы обращались где-то лет 20 назад, наверное, в Баку, в Азербайджан, в архивные учреждения с просьбой найти собрание Субхан Вердиханова. Но, к сожалению, нам ответили, что он был репрессирован и собрания нет. Но если мы нашли бы, то мы могли бы там обнаружить еще массу вещей. Что касается другого исследователя, это приват-доцент Киевского университета Алексей Грен, кавказовед. Он написал ряд вещей, в том числе записал ингушский фольклор. И ему же, этому приват-доценту Весенгири Жибагиеву в 1902 году посылал созданную им самим ингушскую азбуку на арабской графике. И мы имеем целью найти эти вещи, уже исследуя архивы Грена, если нам удастся, конечно. В определенной степени усложняется поиски тем, что, к примеру, зарубежные ученые или приезжавшие из других российских регионов исследователи публиковали собранные материалы в общих сборниках либо как часть какой-нибудь работы. Выходили сборники «Галгай фольклор» в 1040 году. Но в 1040 году также вышел и чечено-ингушский фольклор. Эта книга издана, она, в принципе, известна все, но дело в том, что в Российском государственном архиве литературы и искусства хранятся рукописи этого сборника. И на самом деле количество сказок намного больше. Они не все опубликованы. И оказалось, что для нас возможным, что мы скопировали те сказки, которые не были изданы. Есть ряд фольклорных вещей ингушских, опубликованных на других языках. Кстати, на азербайджанском, на других языках. Поэтому наша задача найти и эти
вещи. Вот. И все это, в общем-то, в конечном счете должно быть издано в полном объеме. Должно быть издано. По фольклорным данным довольно хорошо понятно, является ли сюжет привнесенным извне или зародился здесь, конкретно в культуре рассматриваемого народа. Сюжеты и события, описываемые в ингушском фольклоре, имеют не только культурную и географическую привязанность, но еще и языковую. До нас через фольклор, через устное народное творчество доходит то, что было в далекой древности, в очень далекой древности. И за тысячелетия многое, конечно, уже изменилось, но в рассказах, в этих текстах порой присутствуют имена людей, присутствует название местности. Вот. И мы по названию местности мы можем сегодня ориентироваться и увидеть, что действие сюжета какого-нибудь происходит именно в этой местности. Вот, скажем, мы в горах присутствуем, здесь вот есть и гора там, которую разрубил Сеска Солса, и мы можем там это воочию увидеть. Поэтому есть прямая связь между текстами. Ну, конечно, в текстах, в мифах, в фольклоре есть масса вещей, которые, являются сказочными какими-то, да. Но все это, несмотря на это, мы можем черпать из нашего фольклора определенные сведения о прошлом нашего народа. Сам рассказ, происшествие какое-то, оно находит отражение потом вот в фольклоре, правильно. Но, с другой стороны, мы можем сказать, что это не заимствованные. Почему? Потому что наряду с самим сюжетом здесь присутствуют еще и термины на ингушском языке, названия этих предметов, всех, которые там принимают участие. Поэтому, эти названия, они сугубо ингушские. Поэтому получается, что люди не могли это, заимствовать там это. Поэтому это отражение жизни нашего народа, я имею в виду, в наших рассказах, в нашем фольклоре. Есть разные исторические методы исследования данных фольклорах. Назовем, к примеру, архаизмы и устаревшие слова. В ингушском фольклоре Елты – это божество злаков, покровитель охоты. Но можно поставить вопрос или задаться вопросом, почему именно Елта является земледелие и охота неравнозначные занятия человека, и между ними во всех отношениях между ними очень большая разница. В крито-микенских источниках, письменных источниках фиксируется слово «аута». И один из эпитетов знаменитого фригийского царя Медаса был «аута». То есть Крешмер склонен переводить это слово как «питающий», «кормящий». Крито-микенская эпоха датируется серединой второго тысячелетия до нашей эры, историческая жизнь царя Медаса в Фриге – это приблизительно середина первого тысячелетия до нашей эры. В нашем языке это слово точно зафиксировано, то есть елот – это хлеб на корню, это зерно, и здесь же, в фольклоре отмечается незначительное фонетическое изменение этого слова. Если божество земледелия и охоты имеет имя Елта, то в современном обиходе, бытовом языке чуть фонетически это слово звучит чуть измененном виде. Героико-эпические песни ингушей являются бесценным источником еще и потому, что если тексты сказаний или преданий в процессе пересказа могут терять какие-то моменты, то песня менее подвержена таким потерям, так как здесь исключена свободная передача. Содержание строго выдержано. При пересказах, и особенно за многие сотни тысяч лет,
в какой-то степени изменяется рассказ человека. Он может немного добавить, может что-то там как-то по-своему выразить может. А песня она сохраняет тот первый, так сказать, первую версию, так сказать, сохраняется она, и она живет постоянно, она не меняется. Была экспедиция в 1932 году Адриана Митрофанова, это ростовский композитор в Горной Ингушетии, и он записал 26 ингушских песен, причем записал их нотами, и некоторые есть с текстом. Вот. И в том числе там есть такие песни о морали, песни о Кулайканте. То есть это музыкальные, так сказать, нотные записи, которые можно сегодня исполнять. И сама музыка тоже, она как бы тоже не менялась. Можно сказать, что это вместе с песней шла вот через века, дошла до нас. Говоря об исследовании ингушского фольклора, нужно сказать, что вышло немало отдельных публикаций и научных работ по каким-то конкретным вопросам. Десятитомник под названием «Антология ингушского фольклора» был составлен и издан под руководством ингушского ученого Ибрагима Дахкильгова. Но это направление еще нуждается в тщательном и обобщающем исследовании, а затем и анализе. Эта область, она мало исследований, но она ждет своих исследователей. Но, тем не менее, эта область исследований очень перспективная. Историческому анализу ингушский фольклор еще никто не подвергал целом, скажем так. Но другое дело детально. В ходе других исследований привлечения фольклора как косвенного материала, это уже другой вопрос, а как исторический источник в целом, общем, глобально, его никто анализу не подвергал. Не только наши исследователи, но и исследователи зарубежные в свое время обращали внимание на наш фольклор, на нашу местность. И поэтому я бы хотел сказать, что есть такая работа, это крупный исследователь, в 1889 году, это Байерн, он опубликовал на немецком языке о Кавказе он провел анализ библейских сюжетов и упомянул, что многие ингушские названия, которые присутствуют у нас, имеют, сходство с библейскими. И в качестве примера привел гора Галахойлом. Наша задача изучить это, действительно соответствует это или нет. Вот. И заключая разговор, хотел сказать, что мы пытаемся не только собирать материалы, но пытаемся издавать эти материалы, которые мы нашли. И вот последнее событие, которое было в связи с этим, это выход нашей книги «Сборник сведений об ингушах», книга 2, в которой приведены также и фольклорные тексты, которые до сих пор не были в печати.